О самых заметных событиях пятницы, 14 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. В помощь бойцам в Якутии сформирован оперштаб. Участников спецоперации будут обеспечивать дополнительным оснащением и снаряжением. Очередная партия мобилизованных из Алданского района отправилась к месту призыва. На этот раз бойцов провожали работники театра юного зрителя. Якутские айтишники снова заявили о себе. Разработка, достойное масштабирование на всю республику. Расскажем подробности. Молодые педагоги в Ленский район активно едут работать учителям. Как чувствуют себя на новом месте 4 новых педагога в первой школе Ленска. Пойдем в кино. Кинотеатр «Лена» запустил акцию. 2 раза в неделю будут показывать фильмы о патриотизме, о любви к родине и близким. Трое детей как отсрочка от мобилизации. Теперь отсрочку от мобилизации предоставляют отцам, на иждивении которых находятся трое и более детей до 16 лет. Данная мера стала ответом на тысячи обращений россиян о расширении перечня категорий граждан, на которых распространяется отсрочка. Напомним, в России по закону многодетными считаются семьи с 4 и более детьми, а в некоторых регионах, в том числе в Якутии, многодетными считаются семьи с 3 и более детьми. Президент Владимир Путин выступил на Совете глав государств СНГ в узком составе. Глава государства рассказал, что вопреки санкционному давлению в первом полугодии российский товарооборот со странами СНГ увеличился на 7%. Также растет взаимный интерес стран Содружества к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, широкому применению инноваций, комплексному и рациональному использованию природных ресурсов. Активно ведется совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета. Предпринимаются усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. А в Якутии сформирован оперштаб. Участников спецоперации будут обеспечивать дополнительным оснащением и снаряжением. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкома БЖ населения региона Дмитрий Лепчиков. В состав оперштаба включены руководители органов власти, представители общественных объединений и организаций республики. Как отметил Дмитрий Лепчиков, в компетенцию штаба входит оснащение дополнительной экипировкой и предметами первой необходимости мобилизованных и добровольцев. Основными задачами оперативного штаба является общая координация деятельности и взаимодействия исполнительных органов госвласти Якутии, органов местного самоуправления и организаций по оперативному решению, связанных с снаряжением мобилизованных и обеспечением контроля за выполнением данных мероприятий. Психологическую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям также усилят в Якутии. Республиканский психологический центр проведет 20 и 21 октября форум, темой которого станет поддержка участников спецоперации и их близких. Также психологи проработают проблемы развития системы профилактики и реабилитации девиации несовершеннолетних и молодежи. Еще одной темой станет развитие психологической поддержки в муниципальных образованиях региона. Кроме того, в районах сформированы волонтерские штабы «Мы вместе». Оказать помощь семьям мобилизованных готовы почти 200 добровольцев. На телефон горячей линии 122 поступают звонки практически со всех улусов республики. Заявки содержат просьбы личного характера. Чаще всего просят купить продукты, лекарства, предоставить транспорт для перевозки детей. Об этом на брифинге рассказал руководитель республиканского штаба «Мы вместе» Айлан Винокуров. Каждый желающий может оставить свою заявку в виде помощи в быту. Наши добровольцы помогут в доставке продуктов, лекарств, могут помочь в дворовых работах, а также наши добровольцы помогают при заявке на транспортировку, чтобы ребенка показать в поликлинике или еще что-то. Да? Также наши добровольцы помогают по уходу за домашними животными и так далее. Очередная партия мобилизованных из Алданского района отправилась к месту призыва. На этот раз в проводах участвовали работники театра юного зрителя, которые пожелали парням доброго пути.
Подробнее Руслан Павлов. Позывным «артист» нарекли актера театра юного зрителя Никиту, который встал в строй частично мобилизованных. Никита не успел пройти традиционного посвящения в театралы, поэтому укороченную церемонию провели на отправке прямо перед строем. Сегодня мы провожаем артиста, который тоже попал под мобилизацию. Ну, в общем-то, мы, в принципе, и ждали, что он и попадет, потому что он подходит по всем спискам. И плюс он как бы и сам выражал желание отдать свой долг, помочь родине. Вместе с артистом к отправке призвали еще с десяток мужчин. 4 из них – местные казаки. В первые дни частичной мобилизации алданское казачество было одним из первых, кто подал списки желающих принять участие в специальной военной операции на Украине. Но вот сейчас 4 уходит, записаны много, все ждут своей партии, своей отправки. Согласно возрасту, согласно именно военной специальности. Уходят потихоньку. Какой настрой? Боевой. Алданский культурный фронт также объединился в поддержку мобилизованных. Несмотря на штатные потери, ТЮЗ пересматривает репертуар на новый театральный сезон. Для нашего театра это вообще, конечно, большой урон, потому что мы потеряли сразу 2 бойцов, а для нашей маленькой труппы это прям урон. Репертуар будет пересмотрен, точно так же мы хотим вести свободное посещение детям мобилизованных. Ну, то есть будем, конечно, подстраиваться под реалии времени. Мушкетерский девиз тюзовцев при посвящении «Один за всех и все за одного» стал напутствием молдавским военнослужащим, которые отправились отстаивать рубежи Родины. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Идем далее. 8 единичных вспышек заболевания крупного рогатого скота эмфизематозным карбункулом фиксируют в регионе. Болезнь обнаружена в Верхневилюйском и Нюрбинском районах, а также в 2 селах Чурапчинского улуса. Всего от этой болезни в республике пало 47 голов, почти 5400 голов вакцинированы. По данным опытных ветеринаров, большинство случаев регистрируют в период выпаса. Это стремительно развивающаяся инфекция, хоть и вполне излечимая. Особенно эффективна терапия при ранней диагностике. Требуется комплексный подход в лечении. Ветеринары рекомендуют своевременно вакцинировать скот. Эмфизематозный карбункул или МКАР – это стремительно развивающееся заболевание инфекционного характера, болеет крупный рогатый скот. Сопровождается лихорадочным состоянием и образованием в мышцах крепитирующих вздутий, отеков карбункул. В настоящее время в неблагополучных пунктах зарегистрировано 7428 голов крупного рогатого скота, проведена вакцинация против эмфизематозного карбункула 5384 голова. На круглом столе в Якутске рассмотрели проблемы населения в нескольких сферах, а именно в сфере пенсионных выплат. Говорили о снижении возраста и увеличении самой выплаты. Также обсудили законодательное регулирование занятости граждан и защиту интересов безработных, проживающих в труднодоступных местах. Рассмотрели и вопрос строительства домов престарелых. В этой работе активную поддержку оказывает государство. На самом деле круглый стол, который мы сегодня проводили, он касался не только рынка труда. Мы обсуждали очень многие вопросы, связанные и с пенсионным обеспечением, связанные с поддержкой отдельных категорий граждан, людей с ограниченными возможностями, обеспечение их жильем, создание реабилитационных центров, пожилых людей, работа МФЦ. Поэтому много было очень вопросов, касающихся и как специфики существования и работы граждан непосредственно на территории. Установлены примерные сроки закрытия переправ. На сегодняшний день в силу погодных условий и высоких температур работают переправы на участке Якутск-Нижнебестях, а также в Вилюйской группе районов. По сообщению Министерства транспорта республики, речные перевозки работают до 20-х чисел октября. Затем в период интенсивного ледостава намерены организовать перевозку грузов по маршруту Жатай-Тихтюр с сопровождением ледокола. В настоящее время на причалах скоплений машин не наблюдают. Паромы работают в штатном режиме. Пользуюсь переправой. Переправа отличная. В основном ребята работают отлично. С очередью вопросов нет, без проблем. Трансфер пассажиров поезда через реку Лену также продлили до 20 октября. Так, отправление судов производят с речного порта Якутск в 14:30 с причала номер 3. Талон на трансфер по маршруту Якутск-железнодорожный вокзал Нижнебестях можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд. Стоимость трансфера – 500 рублей.
Эффективность использования земель. Министр имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов с рабочим визитом посетил Намский район. Ознакомился с ходом комплексных кадастровых работ за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета. Так, по госпрограмме в Намском Улусе выделено 15 миллионов рублей. Работа над системой идет с прошлого года. Министр отметил, что создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального направления. Также проверили работы на местности КСЛСР. Более 50 жителей села получили землю благодаря госпрограмме. Семьи планируют развивать сельское хозяйство, строить дома, открывать свой бизнес. В Амустахе, да, комплексные кадастровые работы проведены очень качественно. В этом году и в прошлом году были проведены. Глава Наслега нам показал новый квартал. Благодаря комплексным кадастровым работам были образованы несколько участков. По его информации, где-то 60 из 60 заявок, 50 заявок многодетных семей удовлетворены. Была проведена жеребьевка, и там же на месте на колышках поставили столбы. И, соответственно, в следующем году руководство обещало, что строительство будет проведено, и мы там увидим новые дома. Поэтому я считаю, что вот один из положительных результатов этой работы – уменьшение потребностей многодетных семей в земельных участках. Якутские айтишники снова заявили о себе. Разработка, достойная масштабирования на всю республику. Новый резидент технопарка Нерюнгри предлагает полностью отечественную платформу для дистанционного обучения. Подробности знает Иван Лазаренко. В Нерюнгринском технопарке новый резидент. Вчерашний школьник, а ныне преподаватель информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри Даниил Семенков придумал, разработал и создал сервис для дистанционного обучения «Онлайн-класс 24» на замену аналогичным зарубежным платформам. Система предназначена для проведения и записи уроков в режиме онлайн. В общем, это было где-то в конце 9 класса, то есть нас тогда посадили на карантин из-за коронавируса, и мы готовились к ОГЭ по Zoom. ОГЭ отменили, и я подумал, а что использовать Zoom, если можно что-то свое сделать, да? Вот, идея пришла именно так. Далее, я посоветовал со своими коллегами-учителями, так сказать, и они помогли мне в разработке этого проекта. Онлайн-класс 24 имеет ряд серьезных преимуществ перед иностранными продуктами. Система реализована полностью на отечественном программном обеспечении с высокой степенью защиты информации. У сервиса отсутствуют такие недостатки, как длительное время отклика, зависание, ограниченное количество подключений и ряд других. А для работы сервис использует облачный сервер. Вот уже 2 года, как мы тестируем на базе российского программного обеспечения великолепный комплекс видеоконференций, аналогичный такой же, как Zoom. Он себя великолепно показал. Мы выявили, правда, много недостатков в нем, исправили все это множество недостатков, и теперь он идеально работает. И мы советуем использовать данный комплекс как на базе Нерюнгринского района образовательным организациям, также образовательным организациям Республики Саха-Якутия и также в России. Статус резидента технопарка открывает доступ команде разработчиков ко всем мерам государственной поддержки и предоставляет большие возможности по дальнейшему совершенствованию, внедрению и масштабированию сервиса. Технопарка мы рассчитываем именно на грантовую поддержку. Технопарк оказывает такую работу, если нам необходим офис, мы можем, если мы масштабируем продукт и потребуется офис, соответственно, у нас есть возможности получения офиса в технопарке. Соответственно, специалисты технопарка помогают нам с грантовой поддержкой, подачей на различные конкурсы, продвижение продукта, представление продукта на разных площадках, соответственно, маркетинговые какие-то акции и все остальное. Остается добавить, что онлайн-класс 24 – абсолютно бесплатный сервис для желающих его внедрить и использовать. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ежегодно в Ленский район приезжают работать педагоги, среди них как молодые, только завершившие учебу, так и специалисты со стажем. В этом году учителей приехало как никогда много – 44 человека. Все они распределены по школам, многие предпочли работать в селах. В первую городскую школу в этом году устроились работать 4 учителя, рассказывает Светлана Балеева. В этом году коллектив школы пополнился молодыми педагогами. Все они только окончили высшее учебное заведение. Сегодня наконец-то появился специалист-логопед, даже 2, и учитель начальных классов.
2 специалиста – это выпускники нашей школы. Это вдвойне приятно, когда дети, отучившиеся в школе, возвращаются, работать коллегами становятся. Есть специалист, который выиграл конкурс «Земский учитель». Это давно долгожданный учитель математики, очень квалифицированный педагог. С начала этого года в школе заработал логопункт. Для занятий выделен отдельный просторный класс, где логопеды ежедневно проводят уроки с учениками младших классов. Екатерина Арифьева приехала в Ленск 2 месяца назад из села Чапаева Алёпинского района. Конечно, сложности были, то есть логопеда в школе давно не было. Мы начали работу с нуля. Нам очень повезло, что нас 2. То есть мы общими силами складно начинаем вести работу. Но сложности есть, конечно, совсем в каждой мелочи они находятся. Помогает в работе Екатерине ее коллега Валерия Должкова. Девушки делят один кабинет на 2, где по переменке проводят свои занятия. Каждый учебный процесс строит по-своему. Но надо сказать, что обе девушки подходят к нему профессионально. Сегодня они увлечены работой, и у них масса новых идей. Набрать как можно больше опыта. Опыта работы с детьми, с родителями, с учителями. Это для меня главное. Елизавета Демидюк – учитель начальных классов, молодая перспективная девушка, педагог по династии. В этом году она начала свой профессиональный путь, тоже в своей родной школе. В Ленске я прожила 11 лет, поэтому решила вернуться в родной город, в родные стены. И так как у нас нехватка кадров, таких как учителя начальных классов, я решила пойти в родную школу, чтобы немного облегчить им работу. Сегодня в классе Елизаветы Игоревны 22 ребенка. Все они разные, усидчивые и не очень, послушные и совсем нет. Кто-то понимает с первого раза, кто-то еще не готов к школе. И каждому найти подход и выделить во время урока на это время, это, конечно, очень тяжело. Но хорошо, что у меня есть наставники, мой куратор, как Богомолова Татьяна Юрьевна, завучи, старшие педагоги тоже помогают советами, приходят, где-то что-то подскажут, поэтому ничего, можно работать. Ученики на уроке увлеченно слушают молодого педагога, тянут руки, отвечают, стараются получить как можно больше молодчинок. Елизавета признается, что, конечно, сложности возникают, но она справляется, и сегодня она четко понимает, что профессию выбрала правильно. Также в школе с этого года работает учитель математики Александра Алексеева, педагог 1 категории. Девушка в рамках районной программы получит 1 миллион рублей. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Праздник самых нежных и родных. Сотрудники министерств и ведомств возложили цветы к ногам памятника в сквере Матери. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который в Якутии отмечают ежегодно, каждое 3-е воскресенье октября. Праздник учрежден по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. В этот раз он примечателен тем, что год объявлен Годом матери в республике. И в связи с этим принят ряд мер поддержки многодетных матерей. Гости мероприятия поздравили всех матерей республики, пожелали здоровья и долгих лет жизни, а также отметили, что в этом году роль матери особенно важна. Сегодня наши мамы вносят свой вклад именно в поддержку наших солдат, которые сейчас помогают именно проведению спецопераций, и они именно свою любовь, свою тепло вкладывают в те вещи, которые они готовятся, это и аптечки, и рюкзаки, и теплая одежда, да. И все это, конечно, с любовью от материнского сердца, да, чтобы только была победа за нами. А кинотеатр «Лена» запустил акцию «Пойдем в кино». 2 раза в неделю будут показывать фильмы о патриотизме, о любви к родине и близким. Какие картины планируют к показу в ближайшее время, знает Мария Карташевская. В это непростое время работники культуры тоже не должны оставаться в стороне. Уверены организаторы акции «Пойдем в кино», которая стартовала в кинотеатре «Лена» 11 октября. Теперь там 2 раза в неделю будут показывать фильмы о безусловной любви к матери, к родине, о любви к своей истории. Мы сделали эту акцию для того, чтобы поднять людям настроение, да? Поднять людям дух, чтобы они как-то отдохнули. И каждую неделю, во вторник и среду, ориентировочно после обеда, где-то 14:00 или 14:40, в зависимости от сеансов, будем показывать фильмы бесплатно.
В первую неделю акции в кинотеатре показали фильм якутского режиссера Алексея Романова «Орто дойду» про быт и культуру народа Саха. На следующей неделе также ожидается показ якутского фильма. На следующей неделе, во вторник и среду в 14:40 будем показывать фильм «Чарин». Огромная благодарность людям, которые создали этот фильм. Они с радостью поддержали наш проект. В дальнейшем организаторы планируют показывать и российские фильмы. Сейчас они ведут переговоры с производителями. Организаторы приглашают всех желающих посетить сеансы совершенно бесплатно, независимо от возраста. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Далее смотрите рубрику «Между тем», но я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных вам выходных. Это программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Возмездие за Крымский мост реализовалось гораздо быстрее, чем предполагали некоторые аналитики. В понедельник почти вся Украина ушла в принудительный блэкаут. Порядка сотни ракет и беспилотников атаковали объекты критической инфраструктуры Украины. Как оказалось, ограничение электропотребления в результате применения ракет России ощутили на себе кроме Украины и Польша, и даже Швеция. Система у них такая. Украина продавала излишек энергии соседней стране, а Швеция как бы дублировала эту систему. Западные лидеры поспешили назвать это очередным бесчеловеческим актом со стороны России. Пообещали помощь, моральную поддержку и все такое. Но все без исключения американские СМИ назвали удары по городам Украины в понедельник отмщением за Крымский мост. Я особенно акцентирую – американские. Формулировка разная, но, несомненно, все обозреватели самой свободной прессы в мире понимают причинно-следственную связь. Еще бы упрекнули за фотографирование киевлян на фоне постеров с горящим Крымским мостом, цены бы им не было. Еще один звоночек прозвучал со стороны координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил, что что-то типа «харе уже воевать, пора садиться и решать проблему». Что, конечно, не добавило уверенности в офисе президента Украины, который после обстрела в понедельник и так ерзала. Между тем, обеим сторонам реально говорить не о чем, по крайней мере, друг с другом. Вопрос в том, готова ли говорить Россия со спонсорами украинского режима, который уже мало чем отличается после Крымского моста от той же Аль-Каиды. Это к слову. Увидимся.